Эту супружескую пару в белых футболках с пластиковым контейнером для сбора денег наверняка видели многие сибайцы. Одни недоуменно проходят мимо, другие делают пожертвования. Людмила Башкурова и Сергей Пожитной стали инициаторами создания в Сибае группы молодежного движения «Подари детям жизнь». Идея помогать совершенно посторонним людям у пары возникла не на пустом месте. 10 лет назад сыну Сергея поставили диагноз – плохая свертываемость крови. Достаточных средств на лечение он не нашел. Мальчик умер. Как признался отец, он до сих пор чувствует вину за это. И чтобы подобные случаи не повторялись, чтобы родители не хоронили своих детей, Сергей вместе с супругой и организовали эту группу. Многие не знали. Например, пожилые люди, они ВКонтакте не сидят, они не знают, что есть группы. Вот такие вот вещи. А так нормально реагируют. В свое свободное время, вне зависимости от погоды, Людмила и Сергей практически каждый день приходят на крыльцо семейного магнита. В день удается собрать от 500 до 2000 рублей. Собранные средства передаются обратившимся к ним родителям для лечения больных детей. Люда и Сергей занимаются своеобразной благотворительностью не ради наживы и личной выгоды. Со сборов они ничего не имеют, просто помогают другим детям. Мало кто знает, но их маленькая дочь Ариша сама нуждается в лечении. Хотелось бы сказать всем спасибо. Тоже получилось так, что не было у нас денег на дорогу в Уфу, как говорится. Вот так вот получилось, что нет. Тоже спасибо Ксении Михайловой. Она помогла выложить пост. И таким образом у нас за сутки на мою сбербанковскую карточку поступило 13 тысяч. На что мы поехали в Уфу, там проживали, как говорится, приобретали все необходимое. Так ты в какой раз убеждаешь, что народ у нас намного лучше, намного отзывчивый. Конечно, не все, как говорится, кто хочет помочь, он помогает, то есть он верен. Молодежное движение «Подари детям жизнь» существует с января 2015 года. За это время Людмила и Сергей помогли многим ребятишкам. Например, для Данила Хребкова из Сибая удалось собрать 3500 рублей на слуховой аппарат. У Радмира Утямышева из Баймакского района непроходимость кишечника. Волонтеры собрали 6000 рублей для этого ребенка. Айнас Якшимбетов тоже из Баймакского района. Его диагноз – ДЦП. Молодежное движение благодаря неравнодушным горожанам перечислили ему 11 252 рубля. Урал Сулейманов из Сибая нуждался в сборе средств на дорогу до клиники Ортон в Хельсинки, Финляндии. Людмила и Сергей собрали 3853 рубля. Илья Сутарбаев из Баймакского района. ДЦП. Сумма сбора составила 18 540 рублей. Денир Хамитов из села Аскарова. Диагноз ДЦП. На его лечение группа передала 23 563 рубля. Сейчас Людмила и Сергей собирают средства для лечения Ромы Новикова. Для оплаты дорогостоящей операции необходимо 119 тысяч. 12 211 рублей уже собрано. Сбор денег для Ромочки продолжается. Большую помощь получил и Вадим Шумилин, мальчик с диагнозом ДЦП. Он постоянно нуждается в лечении. Материнская благодарность за этот безвозмездный труд абсолютно посторонних людей не знает границ. Наша проблема заключается в том, что у меня ребенок болеет ДЦП, у нас отставание, грубое развитие, задержка идет, и нам нужно каждые 3-4 месяца ездить в город Самара для реабилитации. Сумма каждый раз она увеличивается, потому что курс доллара растет, и естественно сумма тоже лечения растет. И последний раз мы начали сбор с мая месяца, и практически он у нас стоял, когда я обратилась за помощью к Людмиле и Сергею. Сбор практически стоял, и они нам помогли, собрали сумму в 17 почти 700 рублей, за что я им очень благодарна. Большая проблема, наверное, мам, потому что мы все стесняемся, мы боимся, мы думаем, а что о нас подумают, кто что скажет, но на самом деле, если посидеть и подумать, то кроме тебя, твоему ребенку, по сути, никто не поможет. Ты, если сама стараться не будешь, то никто тебе не скажет, вот тебе такая-то энная сумма денег, пожалуйста, иди своего ребенка лечи. Естественно, нет. Поэтому всем мамам, которые нуждаются в лечении своих детей, кому требуется помощь, я призываю, даже, наверное, говорю, чтобы создавали такие группы, просили помощь у людей. Не зря говорят, с миру по нитке голому рубашка. Помочь больным детям может каждый, если не финансово, то в качестве волонтера группы. Хотелось бы обратиться к активной молодежи города Сибая. Есть к вам маленькая просьба, у кого есть желание, как говорится, присоединяйтесь к нам. Мы всем будем очень, как говорится, рады. Нам нужны помощники, нам нужны волонтеры. В следующий раз, отправляясь за покупками в семейный магнит, обратите внимание на неназойливых людей у входа с контейнером в руках. Знайте, они помогают нашим маленьким деткам, которым с рождения повезло чуть меньше остальных, бороться, учиться, радоваться простым вещам и просто-напросто жить. Елена Афанасьева, Дамир Хайбуль, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.